В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. В начале выпуска озвучу основные события уходящего дня. В республике отметили День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. В Якутске собрали ветеранов-школьников и жителей города. Расскажем, как отметили дату города Якутии. На Восточном экономическом форуме Якутии сделан важный шаг. Подписано соглашение о программе по изменению климата. О подписаниях и программах подробнее. В Якутии началось досрочное голосование в участковых избирательных комиссиях на выборах органов местного самоуправления. Кто может им воспользоваться? Мастер-классы по самообороне и оказанию первой медицинской помощи. Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом на площади Дружбы народов прошла акция. В Якутске была проведена проверка обновления систем водоснабжения и отведения. Расскажем о готовности к отопительному периоду. На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад, посвященный 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В торжественных мероприятиях приняли участие 26 иностранных лидеров, в том числе президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Во время парада продемонстрировали передовую военную мощь Китая, включая истребители, беспилотники, гиперзвуковые ракеты, боевые самолеты, танки и бронетехнику. В республике мероприятия к знаменательной дате отметили 2 и 3 сентября. В Якутске собрали ветеранов, школьников и жителей города. Подробнее расскажет Анастасия Нянникова. Мемориального комплекса «Якутск. Город трудовой доблести» состоялось торжественное мероприятие «Эхо Победы. Помним, гордимся, чтим». Жители и гости столицы почтили память павших минутой молчания, к подножию мемориала возложили цветы. Советский Союз, советские солдаты сделали самый весомый вклад в окончание Второй мировой войны. Победив в Великой Отечественной войне, одолев фашистскую Германию, советские солдаты преодолели огромные рубежи, которые японские милитаристы сооружали в Манчжурии, освободили Китай, Северную Корею, Сахалин, Курильские острова и тем самым поставили точку в кровопролитной войне во Второй мировой войне. Также в этот день состоялась акция «Сад памяти». В центре Якутска высадили деревья в знак благодарности тем, кто сражался за победу. На площадях волонтеры раздавали муаровые ленты – символ окончания Второй мировой войны и дальневосточной победы. Сегодня, в день окончания Второй мировой войны, в память о погибших героях Великой Отечественной войны, мы традиционно проводим высадку древесных насаждений. Здесь, на площади Победы, сегодня будут высажены 15 голубых елей. Также это является завершающим этапом озеленения площади Победы, которую в этом году в рамках 80-летия Победы было проведено. В боях на Дальневосточном фронте участвовали 3685 якутян. Домой вернулись 2727. Сегодня в республике живут 8 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они принимали участие в разгроме милитаристской Японии. В их дворах прозвучали песни военных лет, а на площади Победы горожане приняли участие во всероссийской акции «Огни Победы». Это очень важное мероприятие для нас, для всех, для земляков, да, вообще для всего мира, да, потому что наши деды, наши прадеды участвовали в той тяжелой кровопролитной войне. Ну и сейчас мы продолжаем, доделываем, так сказать, дело, да, наших дедов, наших прадедов. С нашей помощью это все помнится, поддерживается. И все будет хорошо в дальнейшем. Победа будет за нами. Мероприятия, посвященные 80-летию Победы, продолжаются в течение сентября. Жителей города ждут вечера памяти, концерты военных песен, викторины, встречи с семьями ветеранов и показы документальных фильмов. Анастасия Нянникова, Нюргун Старостин, Якутск. К этой же дате в историческом парке «Россия. Моя история» открылась мультимедийная выставка «Дальневосточный финал. От войны к миру». Посетители смогут увидеть редкие фотографии, кинохронику и рассекреченные документы о событиях августа 1945 года, маньчжурской операции, боях за Южный Сахалин и Курильских островах. Выставка станет уникальной возможностью для жителей республики прикоснуться к истории финального аккорда Второй мировой войны. Задача этой выставки – донести информацию о вкладе
нашего народа в победу во Второй мировой войне, наших вооруженных сил. То, какими усилиями далась эта победа. Это война, советско-японская война, да, о ней не так много известно. Но эти события связаны с большими жертвами для нашей страны. Это славный подвиг нашего воинства. И поэтому мы считаем, что то, что эта выставка здесь представлена, это очень важно для нашего подрастающего поколения, для всех нас, чтобы больше узнать об этих событиях. В этот день звучат слова благодарности землякам, ветеранам, участникам тех боев и труженикам тыла за то, что выстояли и победили, за то, что после войны восстанавливали и развивали нашу республику. В Нерюнгри также состоялось торжественное собрание в городском парке у памятника Гавриилу Чиряеву, где участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы. Мы сегодня возложили цветы к нашему фронтовику Гавриилу Чиряеву, тому человеку, который боролся с милитаристской Японией и дошел до Порт-Артура. Действительно, наш настоящий народный герой. Наша страна, она всю жизнь вот такая в борьбе, в войне, но мы боремся за правду и независимость нашей Родины. И мы обязательно победим и побеждаем. Поэтому хочу нашему молодому поколению пожелать помнить историю, помнить и чтить традиции. О том, как вспоминали советских солдат в Алдане, расскажет Руслан Павлов. Память жива, и пока мы громогласно говорим о подвигах и победах нашего государства, пока храним его историю, нас не сломить и не навязать нам чуждые ценности. Наряду с великими событиями Великой Отечественной войны мы всегда должны помнить о тех подвигах, которые были совершены на восточных рубежах нашей страны. Сохранение исторической памяти – это задача государственной важности, поскольку эта память для нашего народа священна. И мы всегда будем помнить, что российский народ всегда одержит победу над всеми трудностями, которые встают перед нашей страной. Потому что наше дело правое, и победа всегда будет за нами. На торжественный митинг в честь победы над милитаристской Японией у обелиска славы собралось молодое поколение алданцев. Школьники и студенты, юноармейцы и творческая молодежь почтили память тех, кто ставил жирную точку во Второй мировой войне. Молодое поколение хранит память не только в сердцах. Студенты Алданского политехникума ежегодно участвуют в поисковых работах на вахте памяти. Подрастающее поколение надо обучать. Ребята, прежде чем приступать к раскопкам, должны пройти специальное обучение, получить соответствующие сертификаты. Поэтому с первых курсов буду набирать новеньких. Желающие есть много? Желающие уже на сегодняшний день есть больше 10 человек вступить в поисковый отряд. Следующей весной студенческий поисковый отряд собирается в Оржев, где поля боевых сражений Великой Отечественной до сих пор хранят без вести пропавших солдат. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Мирном же к этой дате состоялся памятный митинг. К вечному огню пришли школьники и студенты, участники общественных движений, ветераны СВО, представители муниципалитетов, организаций и промышленных предприятий. Более подробно смотрите далее. На площади Победы прошла городская акция «Свеча памяти». Жители собрались, чтобы в тишине и спокойствии почтить память героев, павших в годы Второй мировой войны. Огоньки, зажженные в руках, слились в один большой символ общей памяти и благодарности. Акция «Свеча памяти» не просто ритуал. Это мост, соединяющий поколения, и клятва помнить тех, кто ценой своей жизни подарил мирное небо 3 сентября 1945 года. Здесь каждый, кто пришел, хранит в сердце историю своей семьи и своей страны. Я вот как раз в это время родилась в 1945 году. Вот и благодаря подвигу наших защитников, вот это прожила такую вот длинную жизнь, вот этот период большой. Вот я всегда, этот праздник для меня очень главный, такой самый главный. В этот день также были возложены цветы к могилам 3 ветеранов, которые долгое время находились в заброшенном состоянии. Эти герои, отдавшие свои жизни за свободу и независимость, заслуживают уважения и памяти. На днях могилы были приведены в порядок, и это стало важным шагом восстановления исторической справедливости.
Они были в плачевном состоянии, заброшенные со дня, наверное, со дня захоронения никто за ними уход не содержал, могилы. И пришлось, так как они были в плачевном состоянии, обратиться с письмом к главе города о выделении средств на их благоустройство. Родственников нету. У кого родственники, те еще ухаживают за могилами, за захоронением своих ветеранов, участников войны. А остальные, кто уезжает, становятся заброшенными. Работа по благоустройству могил будет продолжена при поддержке местных властей. Важно, чтобы память о солдатах-победителях жила в сердцах будущих поколений. Алмазная провинция была создана руками тех, кто сражался за свободу, поэтому это не только дань уважения, это ответственность перед теми, кто отдал все ради мира и благополучия. Анна Васильева, Мирный. На Восточном экономическом форуме Якутия сделала важный шаг в направлении системной работы с климатическими вызовами, подписав соглашение о программе по изменению климата. Регион опирается не только на научный подход, но и на использование геоинформационной основы, что позволяет оперативно реагировать на изменения и строить прогнозы для принятия решений. Эта работа ведется не первый год. Специалисты последовательно оценивают природно-климатические риски и разрабатывают механизмы адаптации к новым условиям. На форуме были закреплены ключевые направления проведения научно-исследовательских проектов и запуск образовательных программ для подготовки специалистов нового уровня. И в экосистемном формате мы работаем очень плотно. Например, на базе вашего федерального университета ведется такая долгосрочная, наверное, уже 3,5 года работы со студентами по оценке и развитию надпрофессиональных компетенций. Но сегодня, мне кажется, такой вот, знаете, очередной хороший пик в наших отношениях, потому что мы подписали соглашение, не просто соглашение, а дорожную карту с конкретными действиями к этому соглашению о системной работе с кадровым потенциалом региона. Вот Кирилл Евгеньевич уже сказал о том, что мы будем работать со школьниками, мы уже работаем со студентами, но кроме этого у нас есть работа и с государственными муниципальными служащими, с педагогами вашими, с медиками. Различные конкурсы и проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяют отобрать правильные кадры, позволяют прокачать эти кадры, позволяют этим кадрам стать лучшей версией себя и занять достойную позицию, ну, собственно, на тех местах, куда им хочется. На ВЭФ Якутия также подписала план работы «Дорожная карта» совместно с организацией «Россия – страна возможностей». Сегодня ознаменовали старт этой программы, работу по которому ведутся уже не первый месяц. Наметили конкретные действия по системной работе с кадровым потенциалом. Особый акцент сделан на школьников старших классов и студентов первых курсов. Не остаются в стороне и работодатели. Им отводится ключевая роль в предоставлении мест для стажировок и формировании будущей профессиональной среды. И сегодня мы в соглашении закрепили наши ключевые направления взаимодействия. Это и потенциальные научно-исследовательские работы, которые мы можем выполнять, и программы по обучению специалистов и из УУСов Республики Саха-Якутия, и из региональных органов исполнительной власти по вопросам оценки климатических рисков, выбора оптимальных мероприятий по адаптации к изменениям климата. Ну и также мы думаем о том, чтобы развивать цифровые инструменты для того, чтобы более точно для каждой территории оценивать различные природные риски. Это и ландшафтные пожары, и деградация вечной мерзлоты, и волны холода и так далее, и так далее. И надеюсь, что наше сегодняшнее соглашение придаст новый импульс нашей совместной работе. В республике началось досрочное голосование в участковых избирательных комиссиях на выборах органов местного самоуправления. Оно продлится до 13 сентября. УИК будет проводить голосование с 4 часов дня до 8 вечера по будням, а в выходные дни в часы, определенные решением избирательной комиссии. Досрочно проголосовать на выборах имеют право те, кто по уважительным причинам не сможет находиться в день голосования. С завтрашнего дня избиркомы начнут принимать заявки на голосование вне УИК. Отметим, что и в единый день голосования 14 сентября отдать свой голос можно будет с 8 утра до 8 вечера.
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом на площади Дружбы народов прошла акция «Терроризм. Угроза обществу». В программу мероприятия вошли мастер-классы по самообороне и оказанию первой медицинской помощи. Подробнее далее. Сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата связана с трагическими событиями, которые произошли в Беслане в 2004 году. Совместно с Государственным комитетом юстиции сегодня Министерство внутренних дел Республики Саха-Якутия представляет свои экспонаты. Это всего направлено прежде всего на патриотическое воспитание молодежи. И, конечно, сегодня граждане могут посмотреть наши экспонаты, специальные средства, и ознакомиться с историей нашей якутской полиции. Организаторы мероприятия совместно с сотрудниками МВД представили оборудование для снятия отпечатков пальцев, чтобы привлечь людей к добровольной регистрации, целью которой является защита интересов человека, сохранности здоровья и безопасности. Терроризма нет ни капли сожаления, сочувствия к людям. У них есть свои какие-то определенные цели, они их пытаются добиться исключительно кровавыми методами террора. И сейчас в современном мире необходимо как раз людям объединяться, в первую очередь нашей молодежи, потому что на них воздействуют, на их неокрепшие умы через социальные сети, вовлекают их в различные деструктивные мероприятия. Акция привлекла внимание множества представителей молодежи. Так в мероприятии активное участие приняли дети школьного возраста и студенты. Мы пришли, все посмотрели, мы много узнали про антитерроризм. Нам подошли к стенду с пистолетами. Нам кто показывал пистолеты, все рассказали, где какой пистолет, что он делает, снаряжение показали. Все очень подробно объяснили. Такие мероприятия нужны, особенно молодежь, которая ничего же не знает, наша молодежь. Мы должны все узнавать, все, что хорошо, что плохо. Также прошли выступления полицейских кинологов с собаками, демонстрация силовых приемов от сотрудников МВД и мастер-классы, в ходе которых были разъяснены правила безопасности при чрезвычайных ситуациях. Помимо этого, горожане могли проконсультироваться с психологами и специалистами Центра адаптации мигрантов. Лилия Бурцева, Иван Саракаумов, Якутск. Центр студенческих инициатив СВФУ стал точкой притяжения для студентов высших заведений Якутска. Обучающимся рассказали о борьбе с терроризмом и об истории памятной даты. Так, многие присутствующие знают, что 3 сентября – это день окончания террористического акта в Беслане. Тогда вооруженная группировка захватила школу номер 1 города и удерживала заложников на протяжении 3 дней. Погибло 333 человека, не считая захватчиков. Спустя 21 год россияне помнят события тех лет, а специалисты в области борьбы с терроризмом проводят лекции, рассказывая о традиционных и новых способах защиты. В университета сейчас будет, во-первых, обсуждаться эта дата, вспомним, что и как было, и что нужно делать всему нашему обществу, чтобы предотвратить возможные акты как местного, так и международного терроризма в будущем. Будут выступать представители различных ведомств, министерств, естественно, и будем отметим память о погибших и, поговорим о содержании этого события. Оперативный штаб республики продолжает работу по дополнительному обеспечению снаряжением и оснащением участников СВО из Якутии. На этой неделе осуществлена поставка беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, задачей которых является дальняя разведка на подступах к нашим рубежам и государственной границе России. В опорный пункт прибыл очередной рейс с автотехникой и гуманитарной помощью нашим бойцам, переданные организациями и предприятиями республики. В том числе в составе груза прибыли эвакуационные тележки «Якутянка» производства якутского инженера-механика Дмитрия Павлова. Мероприятия по дополнительному обеспечению участников специальной военной операции снаряжением и оснащением продолжаются. В преддверии нового отопительного периода Министерством ЖКХ и фондом капремонта была проведена проверка обновления систем водоснабжения и отведения, а также теплоснабжения жилых домов в столице. Подробнее об их готовности в следующем сюжете.
Ремонт домов и их подготовка к грядущему отопительному сезону начались сразу же с наступлением лета. Демонтаж, работа по квартирным стоякам и магистральным трубопроводным сетям, а после испытания обновленной системы. Не обошлось без проблем, которые были связаны с конструктивными особенностями некоторых домов. Дома особой планировки, в которых коммуникации расположены в полу, обязаны предоставить доступ к этим коммуникациям. У некоторых сделан ремонт, у некоторых там, возможно, стоит мебель, некоторые физически ограничены, как, имеют инвалидность, как сегодня вот было на объекте Ярославского, корпус 1. Это и объективная, и субъективная причина. И своевременно зайти, чтобы сделать большой дом, не получается. Тем не менее, общая готовность домов, вошедших в план капремонта, составляет более 95%. На данный момент, как подтверждают подрядчики, остались только косметические работы, опрессовка труб и установка приборов учета. Отопительный период в целом по республике у нас начался еще 10 дней назад в арктических северных районах. На текущий момент, по состоянию на 3 сентября, в 14 муниципальных образованиях в северных арктических районах отопительный период у нас начался. По городу Якутску, как я уже сказал, 8 сентября начало отопительного периода. Ну и в течение 10 дней по всей республике уже будет начат отопительный сезон 25-26 годов. Напомним, что по капитальному ремонту систем водо-теплоснабжения и водоотведения было проведено обновление в 40 жилых домах по республике, из которых 19 в городе Якутске. С окончанием всех работ жители будут готовы встретить холода в теплых домах. Тимур Калмогоров, Айлита Махно, Якутск. Вот уже на протяжении 100 лет противотуберкулезная служба Якутии работает во благо жителей республики. За это время проделана большая работа, направленная на снижение уровня заболевания. Подробности смотрите в сюжете Вероники Таюрской. Якутская противотуберкулезная служба празднует столетие. Юбилейная дата совпала с 75-летием научного практического центра фтизиатрии. Все эти годы врачи боролись с недугом. Так заболеваемость снизилась в 50 раз, а смертность в 75 раз. За 75 лет нашего учреждения подходы к лечению, диагностике, выявлению туберкулеза намного поменялись, но та методика, которая была заложена в основе этих исследований, она все равно до сих пор является родоначальником всех этих исследований. Конечно, сейчас используются и высокотехнологичные методы диагностики. Сейчас лабораторная служба очень окрепла, диагностическая служба очень хорошо работает. Самое главное, нам вовремя выявить больного туберкулезом. В настоящее время Якутия занимает 59 место в общероссийском списке и 4 место на Дальнем Востоке по заболеваемости туберкулезом, что говорит о благоприятной эпидемиологической ситуации. Показатель профилактических осмотров в Республике Саха-Якутия один из самых высоких по Дальневосточному федеральному округу, несмотря на то, что регион со сложным географическим положением, с отдаленными районами, которые трудно обследовать. И еще очень важно для улучшения эпидемической ситуации, конечно, организация лечения. Праздничный день нынешних работников поздравили ветераны противотуберкулезной службы. Хочется в этот день поздравить всю фтизиатрическую службу с большим праздником. Будем бороться с туберкулезом. Результаты есть, и будем надеяться, что результаты будут еще лучше. Хочу пожелать им большого жизненного пути, яркой такой же новаторской работы, как у Ефрема Николаевича, который прожил, к сожалению, короткую жизнь, но он очень яркую прожил. Вот все это вместе я хочу пожелать нашим будущим, тоже докторам. Всероссийская научная конференция, проходящая в эти дни в честь юбилея службы, стала полем для обсуждения планов на дальнейшее сотрудничество с ведущими центрами страны. Мы, естественно, планируем и дальнейшее развитие, не только в плане совместных проектов научных, но и образовательных мероприятий, участие в конференциях
И, конечно же, мы приглашаем сотрудников на наши все мероприятия и во все проекты, которые у нас существуют. Противотуберкулезная служба Якутии продолжит сотрудничество с ведущими научными центрами страны, что поспособствует дальнейшему снижению заболеваемости и смертности, а также внедрению современных технологий в свою деятельность. Вероника Тверская, Элита Махно, Якутск. Таким мы увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.